Все слажено и без накладок. Работы ведутся в штатном режиме. Задача успеть в срок, и, судя по темпам, она вполне реальная. Возводить новый корпус социально-оздоровительного комплекса начали в апреле этого года. За этот срок сделано многое. Монолитные работы завершены, начали работы по прокладке электричества, вентиляции и канализации. Первый, второй этаж ведется кирпичная кладка, облицовка и перегородок. Я думаю, в этом месяце мы завершим и эту часть работы, и останутся два этажа, третий, четвертый. Ну и плюс соответствующие все внутренние работы. Площадь застройки 1370 метров. На объекте сейчас трудится более 30 рабочих и тяжелая техника. Красивая природа, чистый воздух, уютные номера, специализированное питание, медицинское обслуживание, массаж, физиотерапия, грязевые ванны, бассейн. В оздоровительном центре созданы все условия для комфортного отдыха. Однако вся беда в том, что рассчитан он только на 30 мест, при том, что желающих поправить свое здоровье в разы больше. Сейчас здесь непривычно пусто из-за режима самоизоляции, хотя какое-то время санаторий и успел сослужить добрую службу. Он был обсерваторией для потенциальных больных COVID-19. Вновь свои двери для всех желающих он откроет после снятия ограничительных мер. А пока медперсонал не может дождаться открытия нового корпуса. Они сами ждут этого. Не столько мы, сколько они этого ждут. Комфортные номера, медицинские кабинеты, 2 лифта, пассажирский и грузовой. За один раз поправить в его стенах свое здоровье смогут 50 человек. Новый корпус оздоровительного центра будет состоять из 4 этажей, плюс большой подвал. Подвальное помещение, это, значит, там расположена холодильная камера, прачечная, цех горячей готовки, рыбный, мясной, овощной цех. Ну, все необходимое для отдыхающих. Новый корпус может принять своих пациентов скоро. По планам он будет сдан в эксплуатацию уже в конце этого года. Отдохнуть и поправить свое здоровье здесь, вдали от городской суеты и наедине с природой, смогут уже не 30 человек, а все 80. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» и нацпроекта «Демография». Зельмухан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.